Приветствую всех зрителей и гостей канала культурного центра Рухордо имени Чингиза Айтматова. Сегодня рубрику «Интересно, полезно и коротко» провожу я, Салима, гид Рухордо 2016 года. Готовы получить порцию полезной информации? Тогда мы начинаем. Сегодня будем говорить о границах нашей страны. Итак, согласно закону, государственная граница Кыргызской республики – это линия и проходящая по этой линии вертикальная поверхность, определяющая пределы государственной территории, суши, вод, недр и воздушного пространства Кыргызской республики. То есть пространственный предел действия государственного суверенитета Кыргызской республики. Поскольку Кыргызстан расположен в пределах горных массивных систем Тянь-Шани и Памира-Алая, большая часть приграничной территории нашей страны проходит по гребням высоких горных хребтов. И здесь можно упомянуть о высочайших горных вершинах Центральной Азии, которые находятся на территории границы нашей республики. Из них пик Победы, который расположен на границе Кыргызстана с Китаем, входит в список семитысячников. Следующий пик Ленина, тоже семитысячник, находится на границе Кыргызстана с Таджикистаном, и пик Хантенгри, находящийся на границе Кыргызстана, Казахстана и Китая. Общая протяженность государственной границы нашей республики составляет 4675,17 километров. Из них самая длинная 1378,44 километров на границе с Узбекистаном на западе. Далее 1241,58 километров с Казахстаном на севере. 1084,35 километров с Китаем на юго-востоке и на юго-западе с Таджикистаном 970,8 километров. При этом 823,4 километра границы нашей республики не делимитированы, 341,34 с Узбекистаном и 431,7 километров с Таджикистаном. Когда рассказывают о границах государств, принято упоминать о выходе его к морю. У Кыргызстана такового не имеется. Следует также отметить, что исторически границы государств могут часто меняться. У нас также есть условное деление. Если вы обращали внимание на название учебников школ и университетов, то могли заметить, что история Кыргызстана и кыргызов рассматриваются отдельно. Так, кыргызский народ, ведя кочевой образ жизни, не всегда жил в границах современного Кыргызстана. Истории известны времена кыргызского великодержавия IX и X веков, когда государственные границы охватывали огромную территорию, о точных размерах которого ученые по сей день не сошлись в едином мнении. К концу видео, дорогие зрители, позвольте вернуться к вопросу о государственных границах Кыргызской республики, упомянутых в нашем законе. В мире есть от 2 до 4 тысяч различных народов и народностей, и только 195 независимых государств со своими границами, и мы в том числе. На сегодня это все, дорогие зрители. Заходите в гости в наши социальные сети и получайте еще больше полезной и интересной информации. Благодарим за внимание. До новых встреч!